По итогам 2020 года компания «Алроса» выпустила в общей сложности 30 миллионов карат алмазной продукции, что на 22% меньше показателей годом ранее. Сокращение производства вызвано снижением объемов добычи на всех активах, а также временной приостановкой работы некоторых рудников из-за пандемии COVID-19. Основную часть продукции выпустил Нюрбинский ГОК. Снижение показателей год к году составляет 19% на фоне сохранения объемов обработки руды и песков на уровне 2019 года. Сокращение производства вызвано вовлечением в отработку участков с более низким содержанием алмазов. Второе место по объему производства занимает Айхальский ГОК. Данный результат на 20% меньше, чем в 2019 году. Компания объясняет снижение временным прекращением эксплуатации рудника Айхал в рамках реализации мероприятий по оптимизации производственного плана, а также проведением профилактических ремонтов на обогатительной фабрике. Тройку лидеров замыкает Удачнинский ГОК, несмотря на 13% снижение объемов производства из-за приостановки работ на обогатительной фабрике, а также на трубках Зорница Заполярная. Во втором квартале к промывочным работам приступила компания «Алмазы Анабара», которая в отчетный период получила 3,5 миллионов карат продукции. Данный результат обусловлен сезонным ростом промывки песков, а также увеличением среднего содержания за счет вовлечения и обогащения пород с более богатых месторождений. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции за прошлый год составила 2 миллиарда 800 миллионов долларов, в том числе алмазов 2 миллиарда 652 миллиона долларов. Снижение общих продаж находится на уровне 16%, при этом в четвертом квартале 2020 года общая выручка выросла на 33% и составила 1 миллиард 222 миллиона долларов. Общий план по добыче угля компании «Колмар» составляет 12 миллионов 240 тысяч тонн в 2021 году. По словам генерального директора предприятия Артема Левина, в текущем году шахта Инаглинская выйдет на плановые показатели 6 миллионов тонн угля в год. С февраля начнет функционировать в полную мощность шахта Восточная Денисовская, что позволит увеличить объемы добычи на ГОКе Денисовский до 6 миллионов тонн угля. Он также отметил, что в 2020 году показатели добычи угля сократились с 8,5 миллионов тонн до 6,5. По прогнозам, балансовые запасы компании превышают миллиард тонн угля. Также в 2021 году компания планирует строительство вспомогательных объектов, в том числе главного корпуса второй очереди горнообогатительной фабрики Инаглинская-2 и второй очереди шахты Инаглинская. Оба объекта должны запустить в первом квартале 2022 года. В продолжение темы «Колмар» намерен создать 1287 рабочих мест в республике в 2021 году. Так, на конец года численность работников компании составит 6306 человек. По итогам 2020 года компания трудоустроила свыше 2000 человек, из которых большая половина – это жители Якутии. Также компания активно ведет земляные работы по устройству котлованов будущего квартала «Р». Ключи от квартир жильцам двух первых домов планируется передать в августе, в канун Дня шахтера. В 2021 году на строительство квартала выделено 7,5 миллиардов рублей. Компания «Газпром Проектирование» получила положительное заключение главгосэкспертизы по проектной документации для строительства компрессорной станции КС-4 Немнырская в Алданском районе Якутии. В ходе подготовки проектной документации специалисты провели все виды необходимых изысканий и разработали решение с учетом малообжитого и труднодоступного характера местности. Помимо компрессорной станции запроектированы сопутствующие объекты инфраструктуры: промышленная база, площадка водозаборных сооружений, подъездные автодороги. Проектируемые объекты входят в состав комплекса сооружений магистрального газопровода «Сила Сибири». Сама компрессорная станция будет расположена на участке трассы Якутия, Хабаровск, Владивосток между компрессорными станциями номер 3 Амгинская и номер 5 Нагорная. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.